Попробую с 50 метров. 50 метров. Отсюда бахнуть. Уйди, Тулан. Ниже пошла пуля, ребят. Я думал, выше летит, я ни хрена. Почему так? То со 100 метров, наверное, также войдет потом. Ну вот, первая пуля. Потом я чуть-чуть выше прицелился, в середину попал. Но все равно почему-то как-то. Сейчас на 100 метров попробую. Так, ребят. Очередной выстрел. Попал. Теперь явно попал. Еще контрольный сделаю. Сейчас непонятно. Но первый точно попал. Ну да. Попал. Вон он. Первая, вторая вот сюда пошла. Вон. Но это я, наверное, сам ошибся. В принципе, ничего трогать уже, наверное, не стоит. Какая-то машина едет. Ну, работают мужики. Вот так вот. Чуть выше пошла, но... Да, я думаю, не стоит уже трогать. А этот куда-то ушел. Ниже, выше там пули шли, потом регулировал эту оптику. Наконец-то попал. Так, еще вообще уже не видно. Ой. Ну, все-таки попробую еще. Попал. Попал вроде. И второй. Это заключительное, бля. Очки спотели. Заключительный патрон. Попал. Ну да, попал. Вон она. Вот. И это вроде не было. Вот. Чуть-чуть выше идет. Но это уже влево-право, это уже мои руки. Да и темно, блин. Честное слово. Вот этот и вот этот. Последние пульки. Перед этим вроде вот сюда попал. Что-то уже, блядь, память тоже очень
Дома посмотрю. Все, хватит. Настрелялся. Видите, как выходит, ребят. Вот поэтому сегодня я и промазал рябчика. Пули очень сильно уходят вниз. Пришлось мне большую поправку сделать. Да. Может, давление это давит для мелкашки. Вот. В комментариях напишите, кто вот 100% знает, что и как. Но я еще осенью это оружие пристреливал. Все четко шло. Но были промахи на охоте. Все я показывал. Но после этих промахов я еще пристреливал, все нормально. Но сейчас только экспансивным, вот я экспансивным патроном Элей сейчас стрелял. Зимой только этим. Тут у меня пол пачка осталось. Потом уже перейду на другой патрон. Тоже мощный какой-нибудь патрон куплю. Но экспансивный, не знаю. Что-то не очень меня порадовали, если честно. Вот, а поправку бешеную я сделал. Сейчас я покажу вам. Поправку. Не знаю, видно, не видно вам. Ну, хрен-то там не видно. Был 0 был. А сейчас у меня, знаете, накрутил я раз, два, на тройке сейчас стоит. Ужас. Сколько я накрутил. Вон она. Вот 0 там должна быть. Я подправлял все это дело. Сейчас на тройку поставил. Пипец. Вот это да. Ну, короче, я давай Михайло стрельбу закончил. Так. Но в избушке тепло, ребят. В избушке очень тепло. Но вот только тьма. Так. Если этот... Включить сможем. Так, все. Все, ништяк. Сейчас я затоплю печку. Буду варить. Скипятить надо чай. Собаке надо сварить. Ну и для себя тоже что-нибудь я организую. Так, ребят. Целый день меня вот в избушке не было. Целый день, считай. И до сих пор еще угольки. В избушке тепло и угольки. Это вы должны понимать, что не просто так я рекомендую печку-экономку, буржуйку. Она сама загорится буквально там пару минут. И сейчас время я посмотрю и скажу, сколько времени прошло уже. Считай, 18 минут 4-го. 15-18. 23 ноября. Примерно 7 часов. Печка держал тепло. Сейчас загорится там. И самое основное это заготовка дров. Надо расколоть дрова, сырые дрова еще принести запас. И готовить ужин для себя, для собаки. Все нормально. И это вытряхнуть. И все говно надо еще вытряхнуть. Это вынести надо. Матрас. Ну, там уже все, процесс пошел. Процесс пошел. На ночь нам хватит. Жена, думаю, останется. Надо позвонить домой.
Теле2 ловит, не ловит. Но этим-то точно не дозвониться. Придется доставать Nokia. Ну вот. Все. Вроде все дела на улице сделал. Воды хватит вроде. Должно. Сейчас буду раздеваться. Мышеловка уже мышь сидит. Все. Одного удалось уже поймать. Но их очень много тут. С десяток, наверное, точно есть. И в тайге очень много. И из тайги будут они в избу заходить. Так что не скучно будет. Когда-нибудь будут шуршать. Раздеваюсь. Больше никуда сегодня не пойду. Хотел проверить донки. Думаю, донки проверю вечером. Но что-то мне расхотелось. Потому что он замерзнет, потом опять трогать его. Лучше завтра уже одним разом все проверю. Короче, раздеваюсь. Сейчас сварю еду и там буду думать, что дальше делать. Отдыхать или же сходить куда-либо. Но в первую очередь собаку надо накормить, он бедолага тоже. Надо обязательно кашу сварганить. Целый котелок сварю, кашу, наесться, с консервом сделаю, организую, все четко будет. Чайник закипает. А уже кипит. Так, ребят, открываю консерву из светофора. Глянем, что там внутри. Фу, блядь, что-то необычное. Смотрите, тушенка. Надо бы вывалить. Перед тем, как кастрюлю тулану я закину. Я это вывалю и покажу. Хочется посмотреть тщательно. Ну, паштет, натуральный паштет. Запах паштета я чувствую. Такое желе, вон, смотрите, плавает. Где-то 80% тут желе. И натуральный паштет, не знаю. Ну, блин, если честно, есть можно. Даже человеку. Натуральный паштет. Мясо. Или соя, хрен пойми. Так, ладно. Для тулана организуем ужин. Он хочет есть. Сейчас я это все вывалю туда. Туланчику ужин готовим. Ну, тулан, думаю, не откажется от этого. Ну, что за желе, хрен пойми. Соя, наверное, или что. Действительно, в следующий раз, наверное, я лучше куплю мясо. Мясо куплю. Там для тулана будет много чего. Жири, остатки, кости, все. Ну и хлопья еще туда бахну. Это у меня палка была.
Короче, бырли-бырли делаем. Палку я потерял. Да, вкусная еда будет для него. Этот паштет и, как сказать, каша. Сейчас еще на огне еще подержу. Ну, конечно, я никому не советую брать такие консервы. Это не для людей, честное слово. Вот это, что я сейчас открыл, и, ну, собаке там готовлю. Но это не для человека, честное слово. Не для людей. Так, ребят. Время 17 часов 31 минута. Ну, 5:30 вечера. Я приготовил бомбический ужин. Думаю, многие со мной согласятся. Это грудинка. Дальше котлеты. И самое главное, ребят, это, ой, горячо, картошка в мундире. Надеюсь, видно. Только что с печки. Я хотел суп сварить, но, знаете, у меня дохрена котлет, грудинка есть. Зачем заморачиваться еще какой-то готовкой? Вот это самое то. По-таежному будем ужинать. Я сейчас до этого целую кружку чая попил с печеньем. Эти печенья, оказывается, сейчас в лотке таком. Удобно. Он прозрачный, я и не заметил, а вон лоток такой. Вообще классно придумано. Ну и хлебе еще нарежу. Собаку накормил на убой, прям, как сказать, кастрюли ему. Он сперва одну тарелку вынес, он, ну, сперва здесь я подержал, он холодный стал, я вынес, он съел. Потом еще вторую тарелку. Вторую тарелку уже он все, он наелся. И на завтра еще кастрюли у него. Не знаю, он сможет нет все это доесть. Если не доест, наверное, как сказать, домой возьму. Дома дам, накормлю. Вот. Ну что, попробуем картошку. Целую кастрюлю сварил, потому что, ну, сейчас я пару штук съем. Пару штук, он горячий. И на завтра останется. На завтра, если что, я завтра с охоты или с рыбалки приду, могу я это остатки почистить и пожарить на растительном масле. И также он очень вкусный. Даже 2 блюда можно сделать. Сейчас вот в мундире съесть. Очень вкусно. Прям балдею. Ну и рубатка. Вот такой ужин, ребят. Показываю, как есть. Самый простой и полезный ужин, думаю, даже. Ну, не считая того, что непонятно из чего рубатка сделана, конечно, но картошка вот эта просто вкусно. Так что отварите картошку и делайте как я.
Можете с колбасой, можете с грудинкой, можете еще. Все подойдет. Все подойдет для этого. Для картошки в мундире. Этот, как сказать, грудинка очень... Он вообще как камень был. Я там на решетку ставил, чтобы растаял. И то еще холодный. Вот такой день был. Немножко для вас поснимал, чем я был занят. Начал сегодняшний день с охоты и закончил с охотой также. Горячая картошка вкусная. Соль, ничего не надо, я особо не заморачиваюсь солью. Так что, оказывается, не я виноват, что сегодня промахнулся. Это оптический прицел так меня подвел. Если бы с утра, вот сегодня, перед тем, как выйти на охоту, я пострелял, я бы понял, как и куда летит пуля. На завтра подготовился. Посмотрим, как повезет завтра. Может быть, даже и как-то патроны роль играют. Вот эти импортные патроны. Не знаю. Надо поспрашивать у тех, кто понимает в этом. Рыбалка, в принципе, на жаркое я сегодня наловил. Но я эти рыбы жерлицы поставил. Ну, 2 жерлицы и поставушки, донки, как еще назвать там. 19 штук получилось. Это получается 17 штук донок и 2 жерлицы. Но сегодня капитально он замерзнет у меня. И не знаю, как завтра получится это вытащить все. Наемся. Ну и спать, наверное, что еще делать. Надо было какой-нибудь фильм закачать. Посмотрел бы в смартфоне. Ничего не закачал, ничего. Ночь длинная, между прочим, еще 12 часов до рассвета. Больше 12 часов. Чайник закипел. Одним словом, давайте будем заканчивать сегодняшний день. Я сейчас еще буду дальше ужинать. И дождемся завтрашнего дня, посмотрим, что будет. Будет мясо или рыба, там завтра увидим. С утра, наверное, схожу на охоту. Потом уже будем проварять эти поставушки, донки.
Все это я поснимаю, покажу, расскажу, как будет. Вот так. Все, давайте, ребят. Я сейчас дальше ужинаю. Обалденно. Просто наслаждаюсь.